Рак скуры, легких, страўніка, щитоподобной залозы. С каждым годом урачы азначаюць рост онкологичных захворюваний во всем свете. В данном случае мы видим, что с одной стороны железа полностью замещена жировой тканью, во второй железе мы видим узловое образование. По признакам мы можем на процентов 90 сказать, что здесь находится опухоль железы, скорее всего, злокачественная. Рак молочной залозы – один из самых распаўсюджаных сярод жанчын. У зоне рызыкі прадстаўніцы прыгожай паловы чалавецтва ва ўзросце за 50 гадоў. Для того, каб выявіць хваробу, пакуль яна яшчэ не проявила себе, у рэспубліцы реализуется скрининговая программа. Гормональный фон меняется, и грудь должна проходить обратный процесс. То есть железистая ткань должна заменяться на жировую. И вот на фоне жира всякие мелкие изменения у нас выявляются больше. А скрининг проводится именно для того, чтобы найти рак молочной железы в начальной стадии, до того, как женщина сама сможет его прощупать. Медики адзначаюць, як і з іншай хваробы, з пухлінамі лягчэй справіцца на ранніх стадыях. Так у вобласці паспяхова працуе скрининг по выявленню рака прастаты. Сярод новых праграм – скрининг рака кішэчніка і шыйкі маткі. Таксама ў дапамогу медыкам перадавыя тэхналогіі, сучасны томограф, лінейны паскаральнік, брахіятэрапеўтычны комплекс. Выявляемость онкологической патологии стала больше. Количество смертей от этого недуга с каждым годом становится все меньше. Это уже благодаря, опять же, ранней диагностике, скрининговым программам, которые позволяют выявить на начальных стадиях заболевания, ну и проводимого лечения новым методом хирургических вмешательств, новым препаратом химиотерапевтическим, ну и также новым методом лучевой терапии. Заход у брэсцкім онкалагічным диспансеры провели каля 10 тысяч операций. Развиваются эндоскопичные методы хирургичной допомоги. Урачы кажуць, основная задача – максимально захаваць орган, у якім выявили пухлину. С диагнозом онкалагічнае захворванне Ніна Лапека сутыкнулася 10 гадоў таму. Пасля операции и курс реабилитации. Агульнымі намаганнямі урачоў пациентки хвароба отступила. Зараз жанчына зноў праходзіць курс химиотерапии, але не губляе добрый настрой и упэўнена ў поспеху. Конечно, было очень много переживаний. Сначала была паника, потом я себя взяла в руки, поступила в 3-е онкохирургическое отделение. Здесь очень такой внимательный коллектив. Я благодарна своему доктору, который наблюдает меня в течение 10 лет. Это болезнь, она болезнь просто, это не приговор. Поэтому нужно оптимистически относиться к своему диагнозу и верить, что все будет хорошо. Евгения Мороз, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест».